как Новый год. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Кстати, неплохо. Слушай, ну реально вкусно. Сочные, сочные. Мы готовим на кухне МГС Мебель. Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Огромный выбор качественных материалов от демократичных ПВХ-покрытий до элитных итальянских пластиков и модного испанского алвика. Модные оттенки, сложные текстуры и надежная фурнитура. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС Мебель для жизни. Друзья, ну что ж, вот с таким вот классным настроением мы сегодня начинаем нашу новогоднюю программу. И в гостях у нас сегодня ансамбль «Злачное место». Всем Вот так вот, друзья. привет! Это секрет татарской кухни, и мы начинаем. Ансамбль «Злачное место». Дмитрий Черков – альт, Игорь Завадский – контрабас и Артем Белянин – скрипка. Все участники струнного трио – профессиональные музыканты, закончившие Казанскую государственную консерваторию. В ансамбле играют с 2012 года. Начали творческую карьеру как уличные музыканты и быстро приобрели популярность среди казанской публики. Сейчас они набрали популярность на Ютубе и в Инстаграме и организовали оркестр театра на Булаке. Так, ребят, ну что, во-первых, я вас рад видеть. Спасибо, что вы пришли к нам в гости. Да, я надеюсь, это взаимно. Очень Конечно. хочется на это надеяться. Конечно, взаимно. Так, что будем готовить? Вот у нас же ансамбль, поэтому у нас все гармонично. Ага. Мы когда что-то планируем, у нас все отвечают за что-то свое. Так вот, я обычно планирую что-то, а ребята со мной вместе это всегда делают. Так, окей. Я запланировал сегодня сделать хинкали. Хинкали, настоящие хинкали. И мы их все вместе будем лепить. В смысле, прям По вот моей настоящие методике хинкали. у меня есть секрет, как их лепить. Так, давайте, поехали. Что ты спланировал и кто за что будет отвечать? Давай. Конечно, для начала нам нужно заняться тестом. Можно мне доску для теста, а ребята в это время будут готовить начинку для наших хинкалей. Отлично. Вот смотри, доска. Мы все уже приготовили. Вот это доска, так доска. Рецепт теста очень простой. Мука, вода, белок от яйца. Ага. Все это перемешаем. Так. Ну, а в это время ребята будут делать начинку. В хинкалях особенная начинка. Я предлагаю вам разобрать ингредиенты. Кинза, петрушка и вот такой вот лучок надо мелко нарезать. Так, ну что делаешь? Я люблю пропустить через сито. Ага. Так оно получается, ну как-то все равно, когда применяешь больше к чему-то стараний, вкуснее получается всегда. То есть ты думаешь, что это просто, ну, чисто из-за старания оно становится лучше? Это психологически. Не из-за того, что оно просеивается, Нет, воздухом наполняется, нет, не из-за этого. Если еще вот так вот Чисто напрячься. психологически. Напрячься, то Тогда будет вообще очень вкусно все получится. А мы вообще всегда с ребятами что-то придумываем. Готовка — это же тоже творчество, Так. как и музыка. Ага. Поэтому все люди, которые занимаются творчеством, танцами, мне кажется, все любят, ну, хотя бы иногда готовить. Когда у Игоря свободное время, так сказать, и жена, к примеру, на гастролях. Ага. Так. Игорь всегда нас угощает чем-нибудь на гриле. Игорь, чем угощал последний Покупаешь раз парней? стейк. Так. Вообще секретный рецепт. Ага. В гриль на 10 минут, все довольны. Все довольны. А если сначала чуть-чуть выпить винца, можно даже в гриль не ложить. Нормально заходит. И так нормально, да? Артем, а у тебя жена уезжает на гастроли? У меня жены нет пока. Так. Но Кто-нибудь уезжает Но на уезжает. гастроли? Но уезжает. девушка моя часто ходит на работу, поэтому бывает я один. А мы музыканты! Давай так, она чаще ходит на работу, чем ты? Нет, одинаково ходим. на Одинаково? работу, Да. Но бывает так, что я пораньше освобождаюсь, и бывает, что приходится приготовить что-то. А так как я долгое время жил с Димой, в общежитии имею в виду,
Вот. Готовить он меня как-то научил. Научил. Хорошо, понятно. Тебя, значит, научил готовить Дима. Игоря, значит, вынудила жизнь научиться готовить, потому что жена часто уезжает в командировки. Дима, а тебя кто научил готовить, скажи? У меня папа повар, он Так. любит готовить, Ага. готовит чаще всего он, поэтому мама очень счастливая женщина. И мне передалась вот эта вот любовь Готовки, к готовке кулинарии. еды. Кстати, насчет сегодняшнего блюда, для хинкалей должна быть максимально кипящая вода, Так, поэтому раз уж такое дело, может пока поставим воду, да, конечно. целый чан. Причем вот нужно, сюда вот нам чтобы, нужно? да, нужно, чтобы была максимально большая кастрюля, потому что когда мы их будем пускать, мы будем вводить их немножечко в горячей воде, чтобы они не слиплись, Так. и потом запускать. потом их. запускать. Да. Это прям искусство какое-то, искусство. Мы готовим на кухне МГС «Мебель». Крупнейший российский производитель корпусной мебели теперь и в Казани. Актуальные современные кухни в любом стиле. Изготовление по индивидуальным размерам и адекватные цены. Фирменный салон в Казани, ТЦ Савинова, 5-й этаж. МГС «Мебель для жизни». Так, ну воду я поставил, смотрите, все, достаточно столько воды, нет? Я думаю, да. Все, сейчас она вскипит очень и очень быстро. Так, тесто, какое тесто ты делаешь? Я делаю простое тесто. Ага, Мука, вода, так. яичный белок и, конечно же, ложечка соли, которую я пока что забыл добавить. Но, Ничего, сейчас но добавим. Я думаю, никогда не поздно. Да, но еще, чтобы тесто было еще мягче немножко, я предлагаю туда масло добавить еще. Давай Добавить. добавим, конечно. Ты не против? Но это будет немножко уже от меня. Оп. Этого будет достаточно. Я думаю, да. Заблестело аж Захотелось. тесто. Тесто у нас, значит, в процессе, а я пока предлагаю, ребят, смешать вам лук и зелень с мясом, с фаршем, да? с фаршем, да. Хорошо, О, хорошо. Зелень из Чем какого больше лука, уровня? чем больше зелени, тем сочнее будет. Да, Вообще они будут классно. очень сочные, Зелень конечно. среднюю или Класс, зелень класс, левую? класс. Зелень вот эту вот. Так, парни, ну признавайтесь, чем запомнился вам 2019 уходящий год? Что крутого с вами произошло, может быть? Мы можем даже сказать, что у нас было крутого с тех пор, как мы в прошлый раз были в этой передаче. Так, У нас давайте. появился собственный оркестр, вот Дима и расскажет. Ага. Раньше мы были просто три. Нас было 3, сейчас нас 20. И, В смысле? 20 ну вот, раз? представь, злачное место, 3 вроде как человека, Так. а сзади еще 20, еще целый оркестр. Ударные, скрипки, духовые. Ага. Ну это круто. Спасибо. Это Оркестр театра на Булаке называется. И где вы выступаете, в Мы каком составе? базируемся в театре на Булаке, Мгм. потому что это уникальная площадка, в которую мы вписались своим настроением, Так. вписались в свои концепции. Ага. Играем разную музыку. Ага. От классики до Рамштайна и рока. Конечно же, играем злачным местом, ну и оркестр еще. Ну вы в смысле, играть это отдельные самостоятельно. концерты, которые вы собираете и играете? Или Да, же да. вы подыгрываете в спектаклях? Что? Нет? Мы даем концерты каждый понедельник. Так, Между прочим, у нас есть, знаете, уникальная концепция. какая? Люди, Уникальная, когда ну-ка. Так. люди встают по утрам, Ага. и чтобы зарядиться энергией на день, выпивают чашечку кофе. Мгм. А мы даем концерт каждый понедельник. И типа неделя зарядить начинается с вас, человека, зарядите, так, да. ай, подвел, Хорошей как энергии, красиво-то, конечно. а. У нас очень позитивно, очень приятная атмосфера всегда на концертах. Ребят, да, кстати, если кто-то еще не слышал, как играет «Злачное место», ну, слушайте, ну они классные. Ребят, ну раз уж мы вновь заговорили о музыке, могу ли я вас попросить что-нибудь сыграть? С удовольствием. Классное. Ну, конечно.
Ну, играете вы просто невероятно. Классно. Спасибо, Пацаны, вообще спасибо. прям нереально. Так, что делаем дальше с тестом, Дима? Колбаску. Колбаску. Ты думала, она только делается из мяска? Нет. Еще и из теста. В общем, делаем колбаску, режем колбаску на кусочки, раскатываем в блинчики, а потом я предлагаю нам все вместе полепить хинкальки. Ребят, ну, понятное дело, у вас появился оркестр, а свою музыку не пробовали играть, нет? Написать, точнее, сначала. Пробовали, получилось не очень. Кто вам сказал, что не очень? Я. Так, нормально. Не, ну серьезно, серьезно. Вообще, Пытались или нет? Серьезно, Хотя бы? мало пытались, но на самом деле, вот и желание есть. мы работаем в своем формате. У нас есть такой формат, называется попури. Так. Вот Наш как мы формат. играем, наш формат, который, Ага. в который мы вжились. Это когда мы в одну композицию встраиваем несколько разных. Так. Это же нужно еще соединить, и чтобы было Ну, это красиво. да, Наш это еще формат. И этот формат мы не сочиняем, но мы являемся все аранжировщиками наших музыкальных произведений. У меня водичка-то закипела уже, смотрите. Пора лепить. Пора лепить уже, давно пора уже. Давайте. У Что, меня, каждому, значит, по у Мою меня есть способ. Да, ребят, разбирайте по тарелочке Ага, мне тоже? По одной. Давай. и разбирайте по блинчику. Отлично. Сам большой себе. Ну, так Ребят, смотрите, я вам сейчас покажу мой способ, как лепить хинкали. Мы берем мясца, Так. кладем в центр хинкалины. И теперь мы берем наше тесто и начинаем его вот так. Соединил, примял, Ага. соединил, я примял, примерно так это соединил, примял. И вертим тарелочку и очень легко соединяем Примел. и приминаем тесто. Соединил, примел. Соединил. Соединил, примял, соединил, примял. И в конце, когда у нас получилась хинкальнка, ее нужно обязательно вот так вот внизу пожмакать, чтобы слепить, У вас тоже ничего не получается? Да. Ну, так, относительно. чтобы слепить кончик, у нас получается вот такая вот хинкальнка. Чтобы она была как в ресторане, какая красивая. я обычно обрезаю у нее кончик. Так, хоп. А в И ресторанах получается- тоже обрезать? А еще да. там заворачивают как-то вот так, нет? А вот смотри, видишь, у меня какой обрезанный кончик получился? Давайте Разберем. мы тоже обрежем Давайте, кончик, давай. тогда, раз уж пошла такая движуха. Слушай, а у тебя каких-нибудь Корней кавказских нет? кровей нет у тебя? Потому что получилось. Очень хорошо. Ну что, ребят, мы с вами налепили наикрутейшие Красавцы. хинкали вообще. Все классные, кроме вот этого одного. Ну мы знаем, что это. Так, ребят, вода у нас вскипела. Так, смотрите, у меня есть Как будто бы. секрет. Я не знаю, насколько он секретный. Как опускать именно хинкали в воду? У нее есть хвостик у хинкали. И чтобы она не слиплась, надо ее сначала поводить в воде. Поводили, О. поводили, поводили и отпустили в плавание. Ребят, А можно я плавать. попробую? Оп, оп, Ну-ка, оп, ну-ка. оп, и отпустили Супер плавать. способ. Давайте Это тоже опускаем бабушка? хинкали. А у меня не получится Вечеринка начинается. Поехали. Итак, Ура! ребят, Поводил, 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 поводил. И Отпустил. отпустил. Вау, отлично. Следующий. У меня Следующий маленькая, пошел, а не следующий получается. пошел. Я сразу оп. Хэштег оп. поводил, Нет, смотри, отпустил. получается. Нормально, нормально. Недостаточно поводил, Эх. по-моему. Поводил по воде, тут главное еще по воде поводил. Вводим. Вводим, опускаем. А сколько по времени все должно готовиться? Где-то на глаз я обычно варил минут 8, если Так. прям кипит вода. Подождем, пока это все сварится у нас. Но Здесь. в это время мы прервемся на небольшую рекламу, потом вернемся и продолжим. Хинкали. Из воды, просеянной муки, яичного белка, растительного масла и соли замесили крутое тесто. Раскатали его в колбаску, нарезали на кусочки, которые раскатали в лепешки. Для начинки смешали мясной фарш с мелко нарезанным репчатым луком и измельченной зеленью. Посолили и поперчили по вкусу. На середину каждой лепешки выложили начинку, приподняли края теста и соединили по кругу складочками. Складки соединили в плотный узелок, который немного скрутили и обрезали. В просторном казане раскрутили бурно кипящую воду, посолили, забросили хинкали и варили в течение 10 минут. Ну что, друзья, мы вернулись. Я напоминаю, что у нас в гостях сегодня ансамбль «Злачное место». Классные, веселые ребята у нас здесь сегодня. Мы готовим хинкали. Здесь вот уже буквально, я думаю, что Они чуть-чуть, близко уже. чуть-чуть осталось, совсем чуть-чуть. А пока у нас это чуть-чуть идет, мы будем готовить сейчас салат, вы говорили, да? Салатик простой, мимоза. Просто раз в год крысы, мы его украсим по-новогоднему и еще и в тематику грызунов. Ого, заинтриговали, окей, Заинтриговали. заинтриговали. Давайте. Мнем рыбку.
простую консервированную рыбку. В этот момент Так. натираем картошку, режем лучок, мелко-мелко надо нарезать. Все ингредиенты должны быть, главное, мелко. Так, ребят, я смотрю, мне кажется, у нас готовы уже хинкали. Дима, загляни, посмотри. Я тоже думаю, что не готовы, 100%. Так, я тогда буду Пора доставать. Ребят, ну Новый год у нас на носу. Буквально через пару дней уже, да? Может, есть у вас какие-то забавные новогодние истории, классные, веселые? Может, они просто добрые какие-то истории? В общем, хочется Нового года хочется что-то. Как-то раз у нас был такой корпоратив. Вы втроем или все 33 человека у вас там было? Все 33. Все 33. Не, ну серьезно, может быть, на выступлениях, как раз на концертах там. Вообще, где-то что-то. самое классное в Новый год, то, что мы можем собраться с друзьями, с нашими родными, со всеми, и просто для наших родных, для наших близких, с ребятами достать инструменты и в Новый год сделать такой музыкальный подарок, прямо дома устроить маленький новогодний концерт. Это всегда у нас очень классно получается. А соседи на это как реагируют? Они говорят, что так тихо, Новый год же, можно и погромче. Можно погромче, пожалуйста, Можно да? погромче в Новый год играть, пожалуйста. Слушайте, ребят, Полицейские тоже приезжают, говорят, давайте сыграйте еще что-нибудь. Ребят, ну еще что-нибудь. Полиции. Для полиции Для на Новый год нас. подарок. Убойной силы. Ой. Да, что-нибудь такое. любимый трек полицейских. Прорвемся, ответ пера. Да, друзья, ладно, я, конечно, не буду вас просить играть про перов что-то, но что-то мне хочется, чтобы вы сыграли. Давай что-нибудь современного. Давай, Современней, да, Но в сыграем. нашем стиле. давайте. Дорогие друзья, сложно представить человека в 2019 году, который не слушал бы эту песню. Ну как же мы могли не сыграть ее на этой новогодней передаче? Дорогие друзья, Билли Айлиш в немного цыганском исполнении точного места с Новым годом! На секретах татарской кухни! Только для вас сегодня звучит это ненавистный трек! Что мы, ребят, собираем салат? Да, вот формочку специальную, чтобы красиво получилось у нас. Слои, какие слои? Очередность слоев. Маленький слойчик картошки, Так, чтобы была основа какая-то. ага. Рыба. После рыбы лук. Так. Давайте сразу. Я, знаете, как предлагаю? Немножко промазывать капелечку майонезом каждый Ага. слой, чтобы он сцепился, Чтобы не разваливался. не разваливался, да, чтобы он- Ощущение, ребят, у меня сейчас полное ощущение, что 31 декабря, Это уже 6 сегодня. часов вечера, и мы такие просто наяриваем салатики, крошим стоим, делаем. Так, ладно, пока вы делаете салаты, ребята, я вам десертики намучу. Вот это самое главное Простой, легкий десерт. У нас есть тарталетки, есть мандариновый джем
И все, мы просто берем и наполняем этот джем в тарталетки. Я думаю, многие подметят это такой способ быстрого десерта на Новый год. Абсолютно верно, смотрите, и вот так. Да. Красиво и аппетитно. Ребят, ну все на Новый год строят какие-то планы, да? У всех есть какие-то мечты. Что вы хотите У нас от 2020 года? Грандиозная мечта у нашего коллектива. Какая? Мы хотим собрать практически вот на 60% это будет сольный концерт. Конечно же, с участием оркестра театра на Булаке. Это будет большой, по-настоящему мощный рок-концерт в Казани. Рок? Я очень часто видел, и я уверен, что многие из вас видели, что рок-симфонии приобретают популярность, приезжают артисты из других городов к нам. Но гораздо же лучше, если это будет нашего Свои? производства. Конечно, Так. свои. Ребят, ну я вам желаю удачи с вашим большим сольным, почти сольным концертом. Пусть все у вас Спасибо. сбудется. Пусть сбудется у вас, и пусть у всех вообще творческих людей все сбудется в этом году. Так, смотрите, я доделал наши простенькие десертики. Вы давайте доделывайте салат. Сейчас мы будем накрывать на стол и уже пробовать все, что мы приготовили. Салат с мышками. Отварили картофель, морковь и яйца. Форму для салата первым слоем выложили натертый на терке картофель. Смазали майонезом. Затем размятую вилкой консервированную рыбу. Мелко нарезанный репчатый лук, майонез, морковь, натертый на терке яичный белок, сыр и вновь смазали майонезом. Украсили салат тертым яичным желтком и мышками, сделанными из перепелиных яиц. Ну что, дамы и господа, уважаемые телезрители, мы приготовили. Мы теперь уже будем все это пробовать, да? Тебе удобно быть с Наконец-то. контрабасом пробовать, Игорь? Я думаю, да. Да, окей, хорошо. Хинкали. Ребят, разбираем хинкали, Давайте, пока они давайте еще по горячие. Так. Где мой кипяток. Ого, нормально, нормально, хорошо. Давайте, на счет 3. Три. Нет, как Новый год. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Кстати, неплохо. Слушай, ну реально вкусно. Сочные, сочные. Вкусно. А ты прям все съел, да, уже? Да, а салатик попробуем тоже. Так. Ребят, по мышке разбираем. Ого, Такие помышки. красивые даже Отлично. есть. Мне ее неохота. Жалко. Ну ладно. Такая красивая. Мышка, не Я обижайся, ее пожалуйста. оставлю себе на память, буду обижайся. хранить под подушкой. Поехали? Ну что ж. Вкусненько. Ну, друзья, чтобы нам зрители не завидовали сейчас, мы этот салатик разрежем каждому подростку в тарелочке и будем уже отмечать Новый год. Конечно. Да? Отличная идея. Отличная идея. Ребят, ну, я хочу вас поздравить с Новым годом и всех наших замечательных телезрителей. Спасибо, что вы нас смотрите. Я желаю вам всем, чтобы ваши желания обязательно сбывались. И, конечно же, будьте здоровы. Это самое главное. С Новым годом, с новым счастьем! Да, друзья, с Новым годом, с новым счастьем! Ура! Ура! Если вы не успели записать рецепты наших блюд, мы ждем вас в нашей группе ВКонтакте. А также не забывайте подписываться на наш канал на Ютубе. Atları xanı başları
Хенфайда.